Ладно, все, работаем. Самое на ходу. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях деятель бурятской эстрады, аранжировщик, музыкальный продюсер. Это Павел Карелов. Паша Самена. Здравствуйте. Слушай, как-то официально. Паша, я тебя адекватно представил? Ты бы сам себя как отрекомендовал бы? Ну, ты знаешь, регалий, конечно, много бывает у человека, но я привык к такому простому, что аранжировщик. Аранжировщик Павел Карелов. Да. Хорошо. Есть вообще бурятские исполнители, с которыми ты не работал? Вообще не приходилось соприкасаться? Ты знаешь, есть, с которыми сейчас уже не работаю. Есть, конечно, много ребят, которые сейчас где-то находятся в районах, например, да. В районах. То есть, да, но они просто не могут по каким-то причинам приехать. Ясно. А так, в основном, все через тебя прошли? Ну да, зачастую. Типа того. Почти большая часть. Звезды первой величины, там, типа Дулма Сунрапова. Да. Чин Раднаев. Да. Эрдени Бацух. Да. Валико. Лакитон. Хандажапов. Хандажапов сейчас нет, но раньше мы с ним записывали. Это было давно. С Молдаевым работал? С Витей Молдаевым, ну да, как-то записывал. Окей. Музыкально кто самый сильный, Паша? Музыкально? Музыкально. Я чисто не по харизме имею в виду, а профессиональное качество. Ты знаешь, вот музыкальность, она такая, вот черта такая интересная, что музыкальность это, во-первых, слух, да, то есть музыкальный слух, умение играть на каком-то инструменте музыкальном, например, да, и, ну, умение хорошо петь, конечно. Да, давай, офигенный слух самый у кого? Офигенный слух у многих. Что значит хороший слух? Тебе с кем проще всего работать? Проще всего, конечно, с профессионалами. То есть это кто? Чингис Раднаев, Валико, это Дулма Сунрапова, Лена Барахитова, Сысек Аюшеева. Сысек Аюшеева. Хорошо. Да, они более-менее профессионалы такого хорошего уровня, с которыми приятно поработать. Окей, а те, кто известные, но с которыми не то чтобы повозиться надо, но с которыми не все так просто, Паша? Но есть такие, которые, например, требовательные люди. Ну, например, Зарикто Тагачиев, например, Снон Тагачиев. В чем там траблы? Ну, как бы это люди, которые не хотят вот просто получить продукт, который там, они хотят шикарно, чтобы было все. И что, реально у них шикарно получается? Ну, вот когда я делал для них целую программу, то есть мы много-много треков с ними сделали, да, были моменты, когда что-то не устраивалось, что-то надо делать. Выносили мозг тебе? Ну, бывает, что выносит, бывает. Хорошо. Но не так, что прям я понял. Не знаю, Дулма Сунрапова сильные стороны. Хороший вокал и представление себя хорошо. Лакитон. Лакитон. Девчонки, ну, во-первых, хорошее объединение, организация. То есть девчонки хорошо поют в плане исполнительства. Хорошая организация, ты что имеешь в виду? Ну, во-первых, троих очень или четверых тяжело собрать, во-первых, в одном месте. Окей. Хандажапов. Сильные стороны. Я сейчас не работаю. Он же Чингисли. Но ты же когда с ним работал. Или ты работал, когда он еще Хандажаповым был? Он был Хандажаповым тогда еще, да, действительно. Мы просто записывали плюсовки, по-моему, пару плюсовок. Восхитил тебя он? Ты знаешь, на самом деле нет. Вот, почему? Ну, честно, я пытаюсь с людьми говорить, что если нет голоса, то я стараюсь не говорить ему об этом, что у тебя хороший голос и все такое. Ну, есть люди, которые просто реально не тянут. Окей, хорошо. Ты, Паша, вообще сам местную музыку слушаешь для себя? Местную, конечно же, я слушаю. Что слушаешь? Ну, зачастую приходится слушать то, что я сам написал когда-то давно, потому что мне нравятся свои работы, когда я уже их давно делал, они отлежали свое время и стали такими... Ну, давай, что последнее слушал, парочку, назови бурятских. Так. Ну, по Валико какие-то там произведения. Ты реально в тачке едешь и Валико слушаешь? Нет, вот я не слушаю в тачке, к сожалению, я там слушаю вообще радио Energy. В тачке что-нибудь слушаешь? Или ты далеко там от бурятской музыки в тачке? Я стараюсь вообще отвлечься от музыки, когда я нахожусь где-нибудь в далекой дороге, например, километров на 100, я стараюсь слушать вообще другую музыку. Какую? Зачастую европейскую, американскую. А чем бурятская не устраивает дороги? Потому что мы над ней работаем еще. Но есть же музыка, над которой ты не работаешь. Ну да, она уже сделана, но над стилизациями все равно у нас есть как бы те люди, которые лучше нас делают, потому что они всегда есть. Это Америка и Китай и Англия. Хорошо, Америка, Китай и Англия. Европа еще, скажем так. Можешь свой рейтинг артистов бурятских составить, действующих на сегодняшний день? Вообще, я не говорю, что ты назвал лучших, я тех, которые нравятся тебе. Ну, я же их перечислил. С тех, с которыми удобно петь, которые не тратят свое время на... Короче, Дулма, Чина и... Дулма, Чина, Лена, Сысек Аюшеева, Зарикто Тагачиев. Там, достаточно.
может, кого-то не сказал, пускай Я не тебя обижается. понял, господин вежливость. Хорошо. Слушай, Паша, вообще, каково это быть вхожим в бурятский музыкальный Олимп? Ты знаешь, ну, во-первых, это ответственность. Ответственность. Ответственность, Хорошо. потому что, ну, надо не подвести людей, надо сделать так хорошо, чтобы и где-то за пределами нашей родины они могли выступить. Я понял. И это было классно. Я понял. Есть вообще такое, что ты с какими-то поп-звездами или селебритис более чем в профессиональных отношениях, но еще как человек общаешься? Так, ну, это значит больше, чем по работе, да, имеешь? Больше, чем по работе, да. Ближе, чем по работе. Ближе, ну, ближе, наверное, нет, потому что все для меня как бы равны, но некоторые артисты, да, чаще я с ними работаю. Тяжело с ними общаться? Я имею в виду, вот слава и известность безумная, она отложила на них свой отпечаток какой-то? Ну, на некоторых, да, есть. Например, но на кого? Ты не можешь назвать, да? Я не буду называть, потому что это тяжело. Я понял, они сейчас воспримут обидятся к тому, что с ними неправильно, будешь да. дальше еще работать. Да, есть. В чем проявляется это? Ну, во-первых, в манере общения, то есть... То есть, как они надменно высоко себя ведут? Ну, есть, немножко есть такое плане. Много таких вот людей? Не знаю, больше, чем пальцев на моей руке? Ты знаешь, нет. Согласен, Паша, что вообще популярность просто так на пустом месте не приходит, она заслужена, как обычно, как правило. Ты знаешь, бывают случаи, когда вот везет, например. Везет людям, которые вот спели... Я вот про Бурятию говорю. Да, вот, например, спел какую-то песню, и вот ему повезло. Это кому, например, повезло? Ты тоже не скажешь? Да почему не скажу? Да. Есть вот про Агу спел мужчина, который вообще сам приезжий на конкурсе. Агамне песня называется. Не знаю. Агамне, Агамне. Например, с одной песней он в Бурятии стал известным. Хорошо, вот, хорошо. Бывает так. Паша, вот есть ли среди звезд первой величины, я имею в виду, те, которые могут нам служить примером простым людям, я имею в виду? Или, может быть, в какой-то степени являться для нас путеводной звездой? Вообще, вот работа в шоу-бизнесе у нас очень сложная вещь, потому что, ну, требует очень многих временных ресурсов, во-первых. Я понимаю. По-моему, можно... Давай, я формулирую вопрос. Давай, я хорошо. имею в виду, вот они звезды все большие, да, очень известные и популярные люди. А как в человеческом плане, есть ли среди них люди, которые могут быть путеводной звездой для простых людей вроде, ну, допустим, меня или вот ребят? Ну да, обязательно. У какой-то звезды в Америке, например, или там всегда у них есть харизма такая. Про наших мы говорим. Да, вот у нас тоже есть такие люди. Она харизматична, например. Кто, да? например, на кого можно ориентироваться вот как на личность? Ну вот сейчас я работаю с Дулмой, например, да, вот мы с ней записали песню. Нураповой. Да, Дулмой Сунраповой, да. И я смотрю, что насколько много у нее сейчас дел, например, сколько много всего она успевает делать, но вот ее подписчики, ее там, наверное, инстаграмеры, да, то есть они, скорее всего, смотрят за ней, наблюдают и хотят подражать ей, например. Я понимаю. Ну вот лично у тебя пару звезд, которые вызывают восхищение и уважение. Ну, это, наверное, не... Как личности, не как музыканты. Здешние или... Да, конечно, местные селебритис. Ну, в любом случае, надо учиться у них вот именно таким вещам, которые мне, может быть, не свойственны, да, то есть... Есть. Кто это? Ну, я не знаю, ну вот у Дулмы тоже есть чему поучиться, еще, например, да? Кроме Дулмы? Ну, не знаю, у Зарикто Тагачиева. Чему можно у Зарикто поучиться? Ну, во-первых, он хорошо себя подает. Всегда на сцене вот он отличается тем, что он выходит на сцену и... Я имею в виду жизнь вне сцены, вот такие личные качества. Ну и лично он тоже старается как бы брать от жизни все. То есть такой человек, который... Собственно, на полную катушку живет? Старается, чтобы, например, то, с чем он связан, например, там, костюмы, значит, шикарные. Там, шикарные. Значит, шикарное выступление, шикарные фонограммы, там, шикарная, может быть, жизнь, я понял, шикарная жизнь. Шикарное здесь определяющее слово. Например, вот Чингис Раднаев, например, да, вот он как человек очень... как сказать, во-первых, популярный, да, во-первых, привлекателен в плане вот тембрально голосом, да. Да, хороший голос. Просто он запел, и уже многим он нравится тем, что он просто поет. Да. Поет он под гитару или под фонограмму. А в жизни он нормальный, приятный парень? Да, с ним вообще отлично, в принципе, поговорить можно, и как душевный человек, он очень хороший. Пускаешь его к себе в душу? Ну, так мы друзья с ним, в общем. Отлично. И иногда мы видимся, сейчас не очень часто. Раньше, конечно, бухали вместе? Ну, вообще слово «бухать» это мне не очень. Распивали на спиртное? Ну, не помню, что было, но, скорее всего, было. Было. Я просто уже не помню. До пьяна? Ну,
У меня, когда дочка первая родилась, по-моему, все были там. Да пинапили. Ну да, конечно. Я понимаю. Хорошо, отлично. Паша, тебя самого можно успешным человеком назвать? Ну, я думаю, да, потому что... Что дает право так говорить? Ну, во-первых, я исполняю какие-то свои мечты, потому что... Какие, например, свои мечты ты исполняешь? Ну, ты знаешь, у меня была маленькая семья, и мы жили в однокомнатной квартире, и я вот мечтал построить себе студию, сделать дом, чтобы он был больше, Я понимаю, о чем ты говоришь. Я справляюсь с этим, стараюсь, чтобы это было. Самоуважение присутствует? Ну, конечно, без того, чтобы себя не уважать, это можно и вообще не работать, и не жить. А ты за что себя уважаешь? За то, что, ну, во-первых, работе посвящаю много времени, и что стараюсь успевать для людей, чтобы, ну, мой результат работы. Посвящаешь много времени работе и успеваешь для людей? Ну, успеваю то, что я сказал, слово, Держишься слово, я его выдержал, да, то есть и стараюсь сдержать слово, да, хотя бы по большей части. Хорошо. В музыке вообще хорошо разбираешься? Ну да, я закончил музыкальную школу, училище, Академию культуры. Много всего. Да. Можно сказать, что у тебя хороший музыкальный вкус? Ну, я стараюсь, чтобы его поддерживать, потому что музыкальный вкус – это, скорее всего, человек. Если его предпочтения, вкусы взять, это и есть его, как бы сказать. Ну, ты своим доволен, там, пошлым его не назовешь каким-то там или вульгарным, безвкусным. Ну да, для меня нормально. Окей. То есть... на русском языке любимые исполнители, Паша? Вот ты знаешь, вот Эмин вместе поет с девушкой. Я не знаю, кто это. Я не могу сказать тебе, что я не твоя. Вообще, по большей части украинские звезды. Украинские тебе больше Украинские чем звезды, русские. но они тоже поют на русском языке. Короче, украинцы. Украинцы, они все там, Дорн, например, Иван, да, Иван то Дорн. есть очень классные там все, Монатик, например, да, там, я сейчас многих не вспомню, потому что я просто... Примерно я сейчас вектор перегружен. понял. На английском языке, Паша, кто для тебя крутой? Ну, Бейонсе. Бейонсе. Так, исполнитель на английском это... Опять же забыл. Маленький такой. Маленький? Сейчас. Белый-черный? Черненький. Происхождение. Фаррелл Уильямс? Ну, Фаррелл тоже, конечно. Фаррелл Уильямс, естественно. Кто? Уикенд? Нет, ну, Уикенд, да, тоже. Это что за маленький черный? Сейчас я вспомню, подожди, как. Бруно Марс. Бруно Марс. Окей. Не знаю, нравится, допустим, иногда я их забываю. что-то типа Скриптонит нравится? Скриптонит? Да. Нет. К примеру, почему? Я просто не слушал, не знаю. Не знаю, Хатхурзу. Нравится, потому что, знаешь, большинство в песнях всегда нравится не то, кто это, да, а то, как это звучит. Как это звучит. То есть, если все настроено классно, то может и Алла Пугачева зазвучать классно, и там и Филипп Киркоров. Типа Хатхурзу все классно настроено. Да. Сам бы мог бы типа Хатхурзу такой же бит замутить? Ну, в принципе, почему нет? Почему нет? Окей. Самое крутое, что было сделано в Бурятии после развала Союза? По музыке. По музыке самое крутое. 90-е, ты знаешь, когда я 10-е. слышал вот вообще музыку 90-х, 80-х, 90-х, там, 2000-х, я приходил в ужас, конечно, потому что насколько все запущено было. Полная жизнь в Бурятии. Да, была песня, была группа Уитен там и все такое, то есть это... Уитен шляпа? Ну, песни хорошие, Но, представлены плохо. Прикольно. Хорошо, сами. давай за последние 10 лет, что было в бурятской музыке самое клевое сделано? Я не знаю про то, что кто-то другой сочинял, но неизвестно. Вот я не слышу про композиторов Бурятии, что они что-то такое прикольное, новое сочинили. И это не так вот не распространено. Хорошо. Например, я сделал Шинейохар. Он сначала не получил, например, какой-то... Это ты его сделал, Шинейохар? Да, Шинейохар. Это Йохар Хехана. Да. Сначала он вообще не воспринимался. То есть, что это за фигня такая? Мы просто взяли индийский бит. Индийский бит с панджаби. Поставили туда наши местные чанзочки, там всякие такие инструментики. И сделали туда йохар. Ясно. Это получилось прикольно. Это твоих рук дело, значит, это йохар? Да, к сожалению, еще пока, потому что он уже безбожно устарел. Хорошо. Надо уже обновлять его. Окей, хорошо. Хаски крут?
Хаски — это, по-моему, рэпер. Да? Это совершенно верно. Ты не ошибаешься. Слышал? Ну, так тоже, знаешь, вот услышу, не придаю значения. Почему? Ну, потому что, во-первых, рэп я сильно как бы так не люблю. Ну, тебя не вставляет. Тебе не интересно, что чувак из Бурятии, допустим, почему он такой популярный по всей России, а другие, допустим, исполнители отсюда не популярны? Почему? У нас многие популярны. У нас уезжала группа, Какая? я, к сожалению, не помню, но были... Видишь, что даже ее не помню. Ну да, ну вот они там засветились на каком-то конкурсе, здесь их там увидел, по-моему, из руки вверх там сам. Блин, ну Паша, это вообще разные уровни. Хаски или чувак, которого мы не можем вспомнить, группу, которую мы не можем вспомнить. Ну, молодец, я ничего не могу сказать. Просто я не слушаю его музыку. Не вставляет, короче, тебя Хаски. Не вставляет. К сожалению. Оргазм Саддамуса. Это давнишняя группа, кажется. Да. У меня там даже друг барабанщиком работал. Егорка. Егор прибыл. Понятно, Да. понятно. Сейчас он в Москве, просто Да, привет. да. Тоже не вставляет. Видит нас. Ты знаешь, это же тоже как бы какой-то рок вот в таком... Паша, ну смотри, если бы тебе Хаски или Оргазм обратились, ты бы смог бы им помочь бы, как профессионал? Ты знаешь, я просто с этим не работаю. Не работаешь? Я просто, наверное, скорее всего, не возьмусь. Потому что если делать в этом, это можно сделать, это будет дольше. Это надо послушать примеры, это надо будет что-то там придумать. Я, скорее всего, лучше возьму ту работу, которая мне... Дома. Ну да. Хорошо. Паш, ты знаешь, какой у тебя имидж среди молодых бурятских битмейкеров? Да я как бы не особо, не знаю их. Но ты бы согласился бы, если бы было озвучено, что ты, допустим, ты жесткий попсовик из застрела 90-х? Может быть. Серьезно? Ну, почему нет? Это же их как бы мнение. Но тебя это не обижает или не задевает? Ну почему нет? Потому что, видишь, я же много времени сейчас уделял тому, чтобы построить дом, например, да? То есть я построил студию, как бы. В это время, естественно, очень много времени уходит на то, что ты не занимаешься этим. Хорошо, хорошо. Ну ты вообще молодежь слушаешь, там Юджин Райма слышал? Нет. Ну, который Алихана делает. Алихана я некоторые творчества слышал, да, то есть... Что скажешь, годно? Ну да, мне нравятся его треки. Крутяк. То есть с Сараной, по-моему. Сарюна. Сарюна. Сарана, привет. Хорошо, хорошо. С Сарюной они делали трек, прикольно. Ars Magic. Знаешь такого парня? Ты для меня как доза для нарко, как для алкоголика барка. Арсалан, по-моему, да? Да. Вот Ars Magic я сейчас только додумался. Это... Я знаю про Арсалана, что он работал с Алагуем, сейчас он работает один, скорее всего. Да, Артурик Люксор, он что-то делает сейчас. Да. А Артур, кстати, Люксор неплохо заходит. Тоже. Чарли Грин. Нет. Не слышал такого. Ясно. Можно сказать, что молодежь тебя сейчас задвинула, Паша? Ну, может быть. Реально? Может быть. Слушай, Паша, я помню, я когда по малолетке первый раз услышал бурятскую эстраду, я довольно поздно его услышал, уже, наверное, лет в 15 или в 16. Я подумал, блин, чуваки реально торчат на советской старой теме. Согласен? Ну, ты знаешь, когда я пришел работать, то же самое было до меня. То же самое было. Это Кто виноват, Паша? Да, виновата, наверное, не... Ты же согласен, что действительно дела довольно печально обстоят? Сейчас с поп-музыкой Бурятии, да, возможно, потому что, ну, ты знаешь, чтобы организовать концерт, надо уйму препятствий пройти, чтобы сделать это. Можно сделать хорошие треки, например, да? Можно проработать над альбомом, например. Но их же нету хороших треков. Ну, как тебе сказать, хорошие треки оценивают люди, правильно? То есть все, что слушают... Ладно, давай, я понимаю, это очень субъективно. Почему, допустим, когда я слышу Рианну, да, и Рианна еще петь не начала, я уже вкуриваю, что это, блин, очень круто. Когда я слышу, ну, условную Мадыгма, сори, как бы личной предъявы нету, то еще Мадыгма не запела, но я уже понимаю, что это сделано в Бурятии. Во-первых, у Рианы работают высококвалифицированные специалисты в плане, ну, битмейкер тоже, да. Может, он парень такой же, 18-летний, например, да. Он также вырос, например, там, в каком-нибудь районе, как мы, например, да. То есть он имеет то же самое, да. Но у него, как сказать, там, общение и чувство. Чувство. И с тем, чем он родился, я называю это как задатки, может быть, какие-то, да. То есть он родился с ними. Они намного выше, чем наши. Потому что в нашем регионе есть такой момент, как ленность, например. Это ничего с этим не сделаешь. Это есть такой. Народ может, как сказать, себе позволить отдыхать побольше. То есть, ну и вообще, если хочешь чего-то добиться, нужно, драть 3 шкуры себя и как бы со своих же, как сказать,
тех, кто одногруппники с тобой вместе что-то двигаются. делают. Ты согласишься, что не только в Бурятии, допустим, в Монголии тоже полная жесть с этим. И в Китае, в монголоязычной части Китая вот, тоже все очень отстало. Ты знаешь, они считают по-разному. Ты им скажешь, что у вас все плохо, они скажут хорошо. Это же смотри. Они считают, что все хорошо у них. Ну да, они говорят, что в общем-то все хорошо, наверное. А ты думаешь, что все хорошо у них? Я думаю, что у них не совсем все хорошо. Все, паузу еще. Да. Конечно, жесть с нашей музыкой. Потому что какие-то звания есть? Заслуженный артист или еще какой-нибудь? Да, у меня есть. Кто ты? Так, у меня есть лауреат премии правительства Российской Федерации за области культуры за 2006 год. Чем заслужил? Это мы получили за дух предков. Я делал работу. Окей, туда. я понимаю. Это как композитор там? Я как аранжировщик. Как аранжировщик? Не знаю. Из старых там Андреева уважаешь Анатолия? Очень. Его работу. За что? Очень хорошие произведения написал. Пантаева? Пантаев Владлен Данилович, я с ним знаком. И, Тоже уважаешь? да. Тебя можно на одну ступень с ними поставить? Это, наверное, не мое, как сказать, скромность не не позволит моя тебе сказать задача, «да». как бы, да, ставить. Это должны оценить другие люди. Окей. Давай немного сменим тему. Павел, что тебя вдохновляет на создание аранжировок? Это обязательно классная музыка. То есть исходная гармония? Другая. Нет, это может быть другая. не только гармония, это может быть любой концепт музыкальный. То есть я послушал классную темку. И все, я Короче, хочу что-то только другая музыка вдохновляет? Да, да. Ничего То есть другого? Я слушаю там много разных музыки. Лучи предзакатного солнца Что это? вдохновляют тебя на аранжировки или нет? В смысле природа? Хоть что, кроме музыки? Вот что, кстати, да. А то я так понимаю, что ты просто слушаешь какие-то крутые вещи и потом думаешь, блин, сейчас я дай-ка тоже что-нибудь сделаю. Да, это тоже. Потому что когда ты находишься наедине с природой, есть еще моменты, когда у тебя в голове начинают звучать какие-то мелодии. Их желательно сразу набирать. Хорошо, хорошо. Помнишь, когда последний раз от души с душой поработал, душу вложил во что-то? Да, конечно, я почти всегда так работаю. Когда есть время, нормально. Последний с душой что сделал? Только я не говорю про какие-то вещи типа там «Дух предков», я имею в виду про песни, которые можно ВКонтакте найти в Ютубе. Но сейчас еще пока невозможно найти. Но вот с Дулмой последний на конкурсе я сделал песню. Вот к нам недавно Дулма, кстати, приходила, да, и клип заказывал нам Уракша. Помнишь же такую вещь? Да, конечно. Вот чем вдохновлялся, когда Уракша делал песню? Ну, во-первых, мы послушали много музыки такого же направления, такого же жанра, там, я не знаю, мы слушали Евровидение, там, и переслушивали многие хиты такие. Этим вдохновлялся? Естественно. То есть мы, и любой другой творческий человек, он не может с пустого листа просто взять и начать рисовать что-то. Вложил душу в эту песню? Естественно, да. Ты когда делаешь это все, ты, получается, находишься в каком-то трансе в любом случае. И ты находился в трансе, когда делал Уракша? Ну да, это такой музыкальный транс, можно так сказать. Ты включаешься в работу, немножко разогреваешься, и все, и попер. Хорошо, хорошо. Потом сложно из транса выходить? Ну, нет, нормально. Паш, ты в Байкале работаешь, правильно? А в русском коллективе доводилось вообще работать по жизни? В русском коллективе, ну, я вообще... С русскими? С русскими? Ну, в Байкале есть так-то русские? Есть русские, но мало. Мало. В русском коллективе не работал? Нет, потому что как бы я пришел на одно место, я работаю там. Там работаешь. Вообще, как так получилось, что русский чувак двигает бурятскую музыку, эстрадную, по крайней мере? Ну, ты знаешь, вот когда я пришел на работу устраиваться, ну, то есть тогда это еще и был Бадмассек, назывался, театр. Я пришел, ну, вот в студию, в которой не было человека, который, ну, нуждался человек, который вот... И они взяли тебя? Ну да, я проходил, конечно, несколько, там, 2-3 месяца я работал, чтобы... Ну, показать, на что я способен, например, да, что я могу сделать, например, то есть делал какие-то песни. Конечно, поначалу было тяжело, ну, в плане из-за того, что мы буряты? Нет, из-за того, что я в бурятской гармонии, например. Потому что я же родился и учился много на классической гармонии. Я понимаю, на европейской. И да, европейская гармония и бурятская гармония – это разные вещи, конечно. Ты понимаешь вообще душой бурятскую музыку? Да. Понимаешь? Да. А русскую музыку душой понимаешь? Русскую музыку тоже, да, понимаю, но даже я сравнивал недавно, ну, даже не недавно, я очень много думаю о том, что, например, русская народная песня, например, да,
порой мне даже не так сильно нравится, как бурятская народная песня. Почему? Почему-то мне ближе бурятская народная песня. Чем отличается, можно хочешь объяснить, чем бурятская музыка от русской отличается? Ну, много чем. Во-первых, есть такое название лад, музыкальный лад. В бурятской музыке это пентатоника зачастую, ну, то есть 5 ступеней, да, например. А в русской это разные строи разных других ладов, минорный, там, гармонический минор. Это не то, что отличается, но еще и музыкальными попевками, то есть душевные какой-то там. Ты хочешь сказать, что бурят душевные, что ли? Это одна из причин. У русских тоже душевные песни есть? Да, я не говорю, что там просто немножко другие направления, разные. То есть это и это народные песни, но русская песня, например, там, «Ой, то не вечер, например, там, или какая-нибудь такая, типа «Калинка-малинка», да, они по-своему красивые, да. Хорошо, давай так, что есть в бурятской музыке такого, чего нет в русской? Мелодика. Мелодика. Интонационная вот, подача, то есть то, чего нет в русской. Например, есть такие песни русские, например, как «Частушки», например, меня вообще никак не вставляет вообще. Я не могу слушать, я послушаю там минуты 2, все, мне уже надоедает. Я понял. Бурятская, поначалу, когда я слышал, да, треки, вот именно те, которые уртынду называются, это протяжные мелодии. Поет очень долго, все это нудно получается, да. Но есть такие песни, которые действительно приятно слушать. Например, творчество Бадмаханды, например, мы с ней работали поначалу, да, то есть очень много было произведений, которые, ну, такие, которые забыты. Она же ведь из Шенэхэна, то есть это как бы консервированный такой культурный слой, который остался в Китае, там, да. То есть вот доставая те треки, например, да, и быстрые там были, и медленные, то есть они как-то были очень душевными, ну, мне понравились. Я понял, Паша. По душе. Я понял. А что есть в русской музыке, чего нет в бурятской? Что есть в русской Или музыке? такого нет? Баян, водка там, да, то есть что-то типа такого. Эх, там. Ты реально так считаешь? Ну да, то есть русская музыка — это веселье, это масленица всякая такая шикарная, вот такая. Ясно. Вот. И бывают и грустные песни застольные. А почему буряты не веселятся? Почему веселятся? Веселятся. Адушин Дун, например, возьмите. Окей. Там это можно весело. Окей. Вообще тебе комфортно с бурятами работается? Да. Доверие есть? Да, абсолютно. Душу можешь им без распахнуть? доверия невозможно работать просто. Душу распахиваешь им? Ну да, мы зачастую можем по душам поговорить. Они тебе? Да. То есть... Вот чем, на твой взгляд, буряты от русских отличаются, если отличия имеются? Менталитет, конечно. В чем разница в менталитете? Вообще, то есть, ну вот, если для бурятского человека, ну, для бурята, например, да, свойственно очень традиционные такие вот предпочтения, чтите родителей. Ага. Это обязательно, вот прямо на лицо, то есть, да, то есть то, что, ну, у русских тоже почитание родителей есть такое, но не скажу, что там все плохо, но здесь прямо во главу угла, там прямо, я не знаю, сказать «вы» на старшему человеку вместо там «ты». Я понимаю. То есть это первое, да. Второе, песни насыщены тем, что больше всего, ну, вот не такого, как сказать, там, ну, пошлого, там такого легкого. Ты хочешь сказать, что у русских пошло, что ли? Не то, что пошло, я просто так говорю, что, ну, бывают же такие песни, ну, например, возьми там «Сектор газа», например, да? Есть такой «Сектор газа», например, в бурятском языке? Ну, мне кажется, Хатхурзу, там у них и похлеще есть, там про всяких шлюх. Ну да, может быть, но на тот момент, например, вот когда я приходил, слушал музыку, да, это было настолько, знаешь, такой нетронутая цивилизация, то есть песни исконные такие, да, они чистые. Я понимаю. И душой чистые, и как вообще, они Хорошо. очень такие. Ну, Паша, по твоему определению получается, что буряты такие все хорошие, и у них такие, не знаю, прям какие-то святые поползновения. Я еще не все сказал аспекты, ты не дослушал просто. Я дослушаю. Вот в этом отношении как бы бурятская музыка и русская 1-0 получается. Мы говорим про бурятов и русских сейчас. Да, но есть такой момент, когда, например, касается жесткой ритмики, в бурятском это все страдает. То есть буряты привыкли, вот встал, спел, насколько дыхания хватило, и ритмика тут особо-то, извини, не нужна. Если не про музыку говорить, мы начали говорить, в чем отличаются буряты от русских. Ты говоришь, что буряты почитают родителей. Ну, традиционно, да, традиционно. В основном традиции. Ты в бурятов хвалишь, короче, жестко что-то. Ну, во-первых, я скажу тебе, что, во-первых, мне нравится бурятская культура целиком. Хорошо. Давай такие стереотипы. Хитрые буряты. Как думаешь, какая такая тема? Есть. Реально же хитрые. Есть. Относительно русских. Да, говорят же, проще. еврей заплакал, когда бурят родился, да, например? Наглые буряты? Наглые буряты. Ну, это тоже есть. Тоже есть. Наглые люди везде есть. Но буряты могут жениться?
Ну, наверное, но я выбрал все-таки девушку с бурятскими корнями. Русскую девушку с бурятскими корнями. Да. Хорошо. У нее тоже есть там много чего. Слушай, я знаю много людей русских, которым не очень комфортно в бурятской среде, в бурятском коллективе. И наоборот, бурятов, которым не очень комфортно с русскими. Паша, научи, что делать, чтобы как рыба в воде себя среди бурятов чувствовать. Ну, во-первых, непонимание культуры и языка приводит к такому. То есть, когда я понимаю, о чем даже речь, например. Ну, я раньше, конечно, тяжело было переводить, я даже не знал, о чем люди разговаривают. А бывает, что буряты при тебе начинают по-бурятски общаться? Ну, конечно, бывает. Обижает тебя это? Нет, сейчас нет. Раньше я не понимал. Считаешь это проявлением неуважения, когда на чужом для тебя языке два человека говорят? Ну, если они как бы не специально это делают, то... Ну, как не специально? Человек, ну, если бывает, говорит, например, как можно говорить не специально? Ну, в автобусе, например, едут, разговаривают. Нет, вот на работе сидят ты и два бурята начинают по-бурятски между собой что-то обсуждать. тогда, возможно... Напрягает маленько. Ну, может напрячь, потому что как человек к этому отнесется, понимаешь? Как Далай-Лама говорит, как вы это все воспримете и сами поставите, то есть Вот. так и оно и будет. По-бурятски сам кумекаешь? Халт-халт. Скажи что-нибудь маленькое. Удышин на марманде, хундудын худут. Саган харар, саган ганар. Окей. Паша, как ты думаешь, ты искусством занимаешься или просто бабки стрижешь во имя своих близких и семьи? Все-таки творчеством, но невозможно творить без какой-то помощи финансовой, потому что, ну как, если ты ни в чем не нуждаешься... Я понимаю. Сколько у тебя искусства, сколько у тебя бабки? Ты знаешь, я стараюсь сделать так, что если у меня есть возможность в этом месяце, например, ну, оплатить там кредиты, там, строительство... А сколько ты кредитов платишь? Ты знаешь, вот я отошел уже, кредиты, которые я брал, уже закрыл. В самые тяжелые времена сока в месяц на кредиты отдавал? Ну, я старался не ждать там по 8 тысяч, по 6 тысяч, там, я старался закрывать, сколько есть там, есть 40 тысяч, я закидывал. В месяц закидывал? 40, там, есть 30, я закидывал 30. Окей. Сколько вообще стоит песню сочинить? Ну, от 5 тысяч можно, от 5. в принципе. Ну, смотря куда пойдет, смотря какой качество уровень. Можно постараться там посидеть, нужно ли там что-то там поизгаляться, как говорится, да, то есть там что-то там прикольно придумать там, да. А верхний порог какой? Да тут, в общем-то, нет порогов. Но за сотку доводилось сделать? Нет, конечно. Никогда? Это слишком дорогие, конечно. Сколько по времени займет за пятерку? За пятерку? Я сочиняю очень быстро, ты понимаешь? То есть здесь самое главное настрой. Если музыка... Вот я прям какого-то обувного мастера. Ты знаешь, нет, не обувной мастер, я не сравниваю с этим. Я просто сажусь в тишине, в полной. То есть и примерно представляю какие-то исходные данные. Сколько мне нужно там песня на 4 минуты, там песня для девушки, там, например. Сразу высотное соотношение надо смотреть, докуда она может спеть, снизу, сверху. Там такие параметры технически ограничивают уже меня в какой-то... Настоящее ремесло. Да. То есть это нужно, конечно, продумывать. И постепенно приходит откуда-то оттуда мелодия. Сколько вот такими делами можно вместе поднимать? Ну, в принципе, достаточно нормально. Ну, полтинник легко, я так думаю. Да. То есть сотку тоже можно поднимать. Можно. Если стараться, если работать. Если нормально работать, можно и 200 поднять. Я не знаю, у меня столько не получалось. 150 где-то. Хорошие месяцы. Иногда бывают такие хорошие. Ну, есть же еще договорная система. У меня же есть и как индивидуальный предприниматель. Плюс у тебя еще зарплата с Зарбайкала идет. Да, то есть я и работаю там. Вот сейчас дом, про который ты говоришь, ты его на Березовске, кстати, строишь? Да. На Березовске. Ты чисто аранжировками на него заработал. Ну да. А почему на Березовске, кстати? Не знаю, мне район понравился там. Хороший район. Ну, поближе к центру города. Сколько сейчас стоит там дом отгрохать? Ой, ты знаешь, я влаживаю, вот все, что я зарабатываю, я стараюсь вложить в недвижимость. Ну, пятерку уже вложил туда? Ну, наверное, скорее всего. Пятерка есть, скорее всего, да. Ну, где-то это... Ну, это, знаешь, минус. это было так, вот, есть деньги, я покупаю то-то. Например, есть там деньги, я покупаю то-то. И, в общем, строю. В общем-то, как-то так. Окей, хорошо. Я смотрел твой контакт. И там... Страничку ВКонтакте, да? Да, конечно. Там очень много перепостов, видосов Навального. Да, мне очень симпатично. Что нравится в Навальном? Его мышление, мысли его, то есть как он предлагает, в общем, поменять нашу Россию, например. Нашу Россию. Потому что, ну да, проблемы есть. Все это видят. Ну, ты же музыкальный продюсер, ты разве разбираешься в политике?
Мне интересен этот вопрос, скажем так. Ну, не интересно то, что люди не аполитичные, да, какие-то аполитичные люди бывают. Но Так, я не пойду на выборы, потому что то-то, то-то, и без меня все решено. Так. Ну, не надо, этим не надо, вот, как сказать, усугублять, потому что все-таки мы же живем не для себя только, Да. потом дети наши будут жить. Окей. И как мы... Вот сейчас леса рубятся очень сильно, все это знают. Есть очень много моментов негативных. Например, воду из Ты Байкала. про братьев говоришь? Да, воду из Байкала. Зачем-то Китаю? Зачем? Я не знаю, надо ли это. Ну, это можно хорошо заработать. Там же очень много воды. У нас и так же Байкале. там мало воды. Она же уходит. Непонятно, почему. Может, они уже бутилируют ее. Да, блин, да ерунда, мне кажется. Ну, я не знаю. Ну, ты ходил Навального на его акции всякие поддерживать? Ты знаешь, у меня хотел я, но не получилось. Мои заболели просто. 28-го я хотел сходить. Ну, у него же до этого были акции. То есть почему Да, ты я присоединился просто репостом сравнительно поддерживаешь, недавно. а на акцию не ходишь? Потому что мои девчонки болели, и я поэтому оставался дома, некому больше. Как думаешь, почему в Бурятии Навальный не популярный? Скорее всего, мало информации люди знают о том. Я не знаю, это политично или не политично, у вас могут вырезать это все и могут заблокировать. Да нет, проблем нет. То есть я вот как бы верю, что, например, коррупцию надо все-таки снижать. Коррупцию надо снижать. Ну да, то есть это в основном, у них же как бы поставлено все на том. У них это у кого? Ну вот У властей? его состав. У Навального? Нет, у Навального. У него есть ролики именно про коррупцию. Про коррупцию. Антикоррупционные. То есть вот там товарищ там попался там-то, там-то. Ну вот как бы интересно же, как люди, вот, например, как у них совесть позволяет, например, это делать. Окей, федеральные власти, бурятские власти тебе симпатичны? Ты знаешь, вот не все, конечно, мне нравится, что делают, но Алексей Цыденов сейчас, то, что он делает, вот не знаю, пиар это не пиар, но пока все устраивает. Все устраивает. Пока Но все устраивает. он же типа назначенец власти, который тебе так не нравится. А это не важно. Это не важно. Понимаешь, все зависит от человека. Он может и быть назначенцем, но работать, например, от души для бурятского народа, например. Для бурятского и для русского. Ну, для русского. И для населения. русского тоже. Ну, я считаю, что все, кто здесь родился, Это бурятский тот уже... народ. Хорошо. А почему против Голкова посты делаешь? Ну, потому что действительно город в снегу сейчас, например. Ну и что? Просто много снега выпало. Понимаю, но надо же делать какие-то движения в эту сторону. То есть... Теперь убрали почти что весь снег. Нет. ПВЗ, например, проедем по ПВЗ, посмотрим. Потому что еще много, наверное, работы. Да, много работы Хорошо. предстоит. Но Но это не говорит... город развивает. Зачем Голков не угодил? Конечно, вот, например, есть такие моменты, когда могут сказать, вот ты там виноват, там, например, да, человек за много отвечает, но ведь можно же просто эти ходы, например, до этого предположить, что, например, будут какие-то нюансы, например, с погодными явлениями, да, например. На выборах за кого будешь голосовать? К сожалению, там не за кого голосовать. И что, ты проигнорируешь их? Не знаю, я подумаю еще. Не пойдешь, возможно. Я подумаю еще. Хорошо. Навальный сказал, чтобы не ходили. Посмотрим. Окей. Это же Навальный сказал, я же должен принять или не принять его сторону. Хорошо. Еще буквально пару вопросов. Самая офигенная песня на бурятском языке, Паша. Наверное, то не так все-таки. То не так. Да. Мадагмали Дулма. А вот я так и знал, что такие будут вопросы. Говори. Если скажу, это просто относится к тому, что сейчас я думаю, да, например? Да. Потому что... На данный момент я работаю с Дулмой, мне вот ее творчество нравится, да. Хорошо. Алиханзе или Чина Радаев? Ну, наверное, Чина Радаев. Почему? Ну, потому что Алиханзе, к моему уважению к нему, конечно, молодец, но он еще молод, ему еще нужно постараться сделать какие-то классные вещи. Да блин, у него же куча альбомов, где у Чина? Да, но я вот не слышал его еще альбомы все. Послушаю. А вот Чина, я много с ним проработал, я знаю этого человека хорошо. И пил даже с ним еще. Даже пил еще с ним. Ну, вот тем более. Да, хорошо. Хаски или Зорик Тагачиев? Тут тоже, что за сравнения такие? Ну, Вот для тебя. Ну, естественно, Зорик Тагачиев, потому что я хотя бы знаю его творчество. Зорик Тагачиев, ты знаешь, кино или Кобзон? Конечно, кино, ты что? Почему? Ну, не знаю, Кобзон что-то. Что, если не так с Кобзоном? Ну, просто уже все, человек, который, уважаемый человек, ничего не скажу, но мне творчество уже не нравится, потому что... Слушай, я ВКонтакте видел в своих аудиозаписях, у тебя есть Кобзон, но нету группы кино. Да? Да. Ну, это же ни о чем не говорит. Конечно, это ни о чем не говорит. Ладно, Паш, спасибо за интервью. Спасибо. ВРТ. ВРТ. Adelante.